Народная песня всегда бытует из устно, от певца к слушателю. Но интерес к народной песне бывает очень разным. Сегодня у нас в гостях кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой этномузыкологии Казанской государственной консерватории имени Жиганова Сарварова Лилия Ильдусовна. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня с вами поговорим, как наука участвует в сохранении этих народных жемчужин, образцов народной песни. Как это происходило в истории. Давайте с вами обратимся немножечко к ракурсу, когда впервые возникли первые звукозаписи, первые книги, которые нам рассказывали о народной песне. Вообще надо сказать, что музыкальная фольклористика, наука о музыкальном фольклоре, явление достаточно молодое. И ее развитие связано с тем, что традиционная песня, народная песня все больше и больше уходит из нашего быта. И чем больше она уходит, тем пристальнее наш интерес к этой песне, тем больше нашего желания записать ее и оставить потомкам. Вообще принято считать, что первые записи татарских народных песен относятся к периоду с 1816 по 1818 год. Именно в этот период вышли первые выпуски Астраханского музыкального журнала, который выпускал Иван Добровольский. В этих журналах публиковались материалы, традиционные песни народов, проживающих в Астраханском крае. И как раз-таки вот в этих записях мы видим первые две народные песни казанских татар, которые были опубликованы. А чуть позже, уже в 1870 году, этнограф Риттих опубликовал в своих изданиях 4 народные песни, в числе которых, например, была даже «Тавтеляу», очень известная на тот момент уже песня. Собственно, первый сборник татарских народных песен относится к рубежу XIX-XX веков. Это, прежде всего, конечно, следует сказать о сборнике Рыбакова «Музыка и песни уральских мусульман». К сожалению, сборник этот так и не перевыпущен. Вот репринтное издание у меня есть в руках. И вот в этом сборнике, который сформирован на основе материалов экспедиции самого Рыбакова, были опубликованы более 50 татарских народных песен. Вообще принято считать, что именно Рыбаков первым сделал первичную классификацию татарских народных песен. Он выделил баиты, монаджаты, узунки, такмаки. И этот материал, конечно, он имеет и историческое значение, и, конечно, имеет и научное значение, как яркое свидетельство тех традиций, которые существовали на рубеже веков. Кроме того, в этот же период выходит публикация Машкова, которую записывал от военных, от солдат царской армии в Варшавском военном округе и выпустил 3 сборника по чувашским песням и по песням оренбургских нагайцев, оренбургских татар. И вот в этих изданиях также представлены татарские народные песни. Хочу сказать, что этот сборник был переиздан, вернее, издан с научными комментариями совершенно недавно. Этот сборник подготовили Наиля Юнисовна Алимеева и Михаил Григорьевич Кондратьев. Вот этот сборник с научными комментариями совершенно замечательный источник для наших знаний о музыкальном фольклоре. Что касается татарских исследователей, то первым сборником считается сборник Мансура Султанова, который в 1916 году издал 10 песен для Курая. В Саратове этот был сборник издан и имеет, конечно, большое значение, как первый сборник инструментальных традиций. Конечно, мы не можем не упомянуть и султана Габаши, который много занимался сбором песенного фольклора, ездил в экспедиции. Его сборник, который долгое время хранился в архиве Ияли, был опубликован лишь в 2002 году. Вот этот сборник, называется он «Милли Маунар». Его подготовил Геннадий Михайлович Макаров, также с комментариями, с реконструкцией. Была проведена большая работа, потому что сборник султана Габаши был без подтекстовок. Здесь Геннадий Михайлович сделал подтекстовки, оформил все это очень аккуратно и вот представил в 2002 году на суд зрителя. Вот хотелось бы обратить ваше внимание. До революции и еще в начале прошлого века татары пользовались арабской вязью. Да. И поэтому, наверное, в сборнике султана Габаши мы не видим подтекстовку. Хотя песни были самые популярные. В то время еще
песни издавались отдельно, а ноты отдельно, Совершенно получается. верно. И уже только когда... А почему это так было? Объясните. Ну, потому что нотная запись идет слева направо, арабская вязь справа налево, и вот такая разница систем написания, она, конечно, препятствовала подтекстовкам под напевами непосредственно. Поэтому многие напевы, которые вот изданы, в частности, которые собирал Султан Габаши, они не снабжались подтекстовками, очень важной частью публикаций нотных. Это очень интересно. И вот только с появлением кириллицы уже как бы мы можем подтекстовывать слова в песнях. Уже нам все понятно. Нам все понятно, да. Но надо сказать, что Сергей Гаврилович Рыбаков, он уже делал кириллицу, но это было связано с тем, что он был русским по происхождению, поэтому мне было проще подтекстовывать кириллицей. Конечно, данные подтекстовки, они не лишены своих минусов некоторых, да? Неточности Да, есть. неточности, конечно. Да и сами напевы, они достаточно схематичны, и, соответственно, подтекстовки, они не отражают всего богатства фонетического татарского языка. Но, тем не менее, все эти документы, они, конечно же, являются важными для нас источниками. Кроме того, наверное, следует упомянуть Гайсу Еникеева, который также записал более 500 песен. Часть этих песен вошла в сборник Александра Сергеевича Ключерева уже 1955 года. Но в полном виде, конечно, к сожалению, этот сборник не был опубликован, и записи утеряны. Вот хотелось бы об Александре Ключереве подробнее. Вот считается, что это такое первое фундаментальное издание собрания татарских народных песен. Да. Вот немножечко о Ключереве расскажите нам. Вообще, конечно, значимость этого сборника, значимость деятельности Александра Сергеевича Ключерева, который с 1937 по 1950 год возглавлял кабинет музыкального фольклора при Союзе народных комиссаров ТАССР, сложно переоценить. По сути, вот этот сборник, который он создал вместе с Юрием Виноградовым и Мухаммадом Садри, является первым собранием, который не потерял своей значимости, практической значимости вплоть до сегодняшнего дня. Потому что большая часть изданий, которые были до этого, практиками сложным для использования, ну, я опять-таки сказала, некоторые неточности в нотации, некоторые неточности в фонетике. А вот сборник Александра Сергеевича Ключерева – это первый сборник, который активно используется вплоть до сегодняшнего дня и практиками, певцами, инструменталистами, композиторами, и не теряет своей научной значимости. Вот хотелось бы еще обратить внимание, Александр Ключерев композитор, а занимался изучением народной песни. А вообще в истории мы знаем, что многие русские композиторы еще в XIX веке практически все занимались русской народной песней. Да. Почему это было? Ну, это совершенно естественный ход событий. В поисках национальной традиционности, конечно, композиторы обращались прежде всего к народной песне, как к источнику, неиссякаемому источнику вот этого музыкального стиля, национального музыкального стиля. И характерные распевы, характерные мелодии, все это ими переплавлялось, адаптировалось для, собственно, для профессиональной музыкальной культуры. То есть вся русская музыка, она была составлена на основе народных пений, да. песнопения. Несомненный. А в татарской музыке это, мне кажется, тоже так же происходило, потому что мы знаем имена еще других великих композиторов. Мансур Музафаров, Захид Хабибуллин, Джаудат Файзи. Да. Вот они все были композиторами и при этом исследователями, собирателями. И опубликовали каждый свой сборник. Да. Вот немножечко о них расскажите. И вот не случайно, действительно, вот такие композиторские, условно так их можно назвать, сборники, они являются очень известными и даже, наверное, наиболее известными в широкой среде. Это уже упомянутый мной сборник Александра Сергеевича Ключерева, затем сборник, в обиходе его называют сборник Музафарова. На самом деле там коллектив авторов, и общую редакцию осуществил Асгар Ханифович Абдуллин. И, конечно, сборник Джаудата Файзи. Они прекрасно знали музыкальный фольклор, и значительная часть тех напевов, которые была включена ими в сборник, это были их собственные записи, собственные слуховые записи, то, что они действительно знали сами. И это очень важный этап формирования татарской музыкальной фольклористики, вот эти сборники. Конечно, они не теряют своей актуальности вплоть до сегодняшнего дня, и любой человек, который хочет приобщиться к традиционной музыке татар,
может смело обращаться к этим сборникам. Да, хотелось бы сказать, что я вот как исполнитель и пользуюсь этими сборниками и по сегодняшний день, потому что там не только ноты, не только слова, там есть еще такие ценные комментарии. От кого получены эти песни? В каком регионе они собраны? В каком жанре эта песня, да, вот классифицируется? Более того, там даже иногда история возникновения этих песен бывает озвучена в этих Да, книгах, написана. да. И для нас это, конечно же, живой памятник вот всем народным песням, Мгм. потому что для исполнителя именно вот эти авторы, они очень многие книги, которые создали, они стали настольной книги для многих певцов. Хотелось бы еще здесь сказать о Махмуде Нигмедянове. Совершенно Вот верно. он совершенно уникальный человек. Вот немножечко о нем. Махмуд Мизянович Медянов, известный это музыколог, выпускник Казанской консерватории, долгое время работал в Институте языка, литературы и искусства имени Галимжана Ибрагимова. И это, собственно, вот первый человек, который научно подошел к экспедиционной работе. То есть он ездил в экспедиции, причем не по известным уже ранее районам, да, в рамках, например, Республики Татарстан, но и по тем ареалам расселения татар, которые раньше были неизвестны науке. И результатом его большой работы стали 3 сборника, очень важных для любого современного музыколога. Сборники датируются 1970-м, 76-м и 84-м годами. В этих сборниках представлен очень разнообразный в жанровом отношении материал, в региональном отношении материал. Действительно, вот эти сборники, они не теряют своей актуальности сегодня. Я, как исследователь, очень часто обращаюсь именно к этим сборникам, как к первым таким научным публикациям фольклора, недоступного ранее. Вот вы тут уже упомянули выпускника Казанской консерватории. Можем ли мы считать, что один из первых таких ярких представителей Махмуд Нигмедянов, который именно посвятил всю свое творчество, всю свою жизнь вот сохранению народного наследия, песенного? Совершенно верно. Расскажите о консерватории и о кафедре, где вы работаете. Казанская консерватория была основана в 1945 году, и с первых дней ее деятельности, конечно, особое внимание было обращено к изучению традиционных музыкальных культур. В этой связи, конечно, следует назвать Асгара Ханифовича Абдуллина, который является автором одной из первых кандидатских диссертаций, посвященной татарской народной песне. Он является редактором сборника, о котором я уже упомянула, Музафаровского. Это издание Казанской государственной консерватории, одно из первых таких обширных изданий. Конечно, много было сделано, это и конференции, это и публикации, сборники статей и так далее. В 1989 году открывается кафедра татарской музыки, где под руководством Юлдус Накиевны Санбет начинается работа экспедиционная по изучению музыкальной культуры татар, расселенных за пределами Республики Татарстан. И в 2003 году открывается кафедра этномузыкологии, что совершенно естественно, поскольку наши знания о музыкальном фольклоре, они продолжают наращиваться, они начинают углубляться. И, конечно, пришло понимание, что есть необходимость в отдельной профессии в рамках музыковедческого направления этномузыколога, который помимо, собственно, музыки овладеть знанием в области этнографии, истории, диалектологии, который может песню не только ноты расшифровать, но и правильно изложить поэтический текст и так далее. И вот эта кафедра этномузыкологии, она продолжает работу. И сегодня у нас огромное количество разного рода конференций, изданий, сборников, в рамках которых мы публикуем наши экспедиционные материалы. Пожалуйста, перечислите имена этих замечательных людей, которые работают вот в этом направлении. Ну, вообще в Казанской консерватории работают не только на нашей кафедре, многие фольклористы. Конечно, старейшина наша – это Земфира Нурмухаметовна Сайдашева, автор первого сборника, посвященного татарско-мишарской традиции, изданного еще в 1979 году. Она продолжает публиковать сборники. Это сборник по татарской культуре Мамадышского района. Конечно, следует сказать о профессоре, докторе искусствоведения
Елены Михайловне Смирновой, под руководством которой было опубликовано несколько сборников из серии «Памятники татарского народного музыкально-поэтического творчества». Ну, конечно, и я принимала участие в составлении этих сборников. Конечно, эти сборники, эта серия будет продолжаться. Я надеюсь, что принесет еще много значительных результатов. Вот народная песня имеет такое широкое бытование, и когда еще в нее погружается своим пытливым умом ученый, представитель науки, и нам помогает понять эту песню еще, мне кажется, глубже, понять историю возникновения этой песни, понять ее текст, музыкальный материал, исполнительские особенности. Потому что нам, исполнителям, а я как исполнитель, да, главный хормейстер Государственного ансамбля песни и танца, я всегда опираюсь на эти источники, чтобы быть точным, чтобы не соврать. Потому что певцы могут петь очень по-разному каждую песню. Потому что вариационность – это особенность народной песни. Но когда мы видим уже вот в руке книгу держим, и когда мы видим разные варианты одной и той же песни, мы уже представляем, что это не просто одна песня, а это песня, которая была собрана совершенно в разные века, в разные годы. И мы даже видим, как менялась эта песня. Совершенно верно. Я хочу еще уточнить тот момент, что мы все время говорим, что, конечно, традиционная культура утрачивает свое естественное бытование, но все же мы продолжаем ездить и собирать материал. Последний, 5-й выпуск на данный момент памятников татарского народного музыкально-поэтического творчества посвящен песенной культуре лямерских татар-мишарей, которые расселены на территории Лямерского района Республики Мордовия. Казалось бы, 15-16 год 21 века. Но, тем не менее, материал, который там представлен, он уникальный, он ранее нигде не публиковался и действительно достоин самого пристального внимания. Вот Лилия Ильдусовна совершенно права. В этом сборнике есть замечательные, чудесные песни. «Казаннарда тойлар», «Асрылар». Да. В Казани выращивают, воспитывают жеребят. Такая замечательная песня, я никогда ее не слышал. Но в этом сборнике эта песня так нам понравилась, и она у нас вошла в наш репертуар. Она уже вот в каждом концерте звучит и вошла в концертную программу казанских татар «Свадебный обряд» и сибирских татар. Вот. И туда эта песня вошла. Вот как труд ученых для нас очень важен. Мы, оказывается, можем раскрыть и совершенно новые, неизведанные горизонты фольклора. И это очень приятно, что есть люди, которые сохраняют. Огромное вам спасибо и огромное уважение за ваш труд. Спасибо большое. Сейчас уже вы нам расскажите подробно, какие издания Казанской консерватории наиболее интересны для современного музыканта, читателя, слушателя. Я уже упомянула сборник под общей редакцией Асгара Ханифовича Абдуллина, в обиходе называемый сборник Музафарова. Вот этот сборник был издан в 1963 году, но, как я уже сказала, он не теряет своей актуальности на сегодняшний день и может быть широко использован в практике. Надо сказать, что в этом сборнике есть переводы всех народных песен на русский язык. Да. И комментарии. очень художественные, да. И комментарии. И любой, даже не понимающий татарского языка музыкант может понять, о чем эта песня. Далее, в Казанской консерватории, я, как уже говорила, учрежден выпуск сборников из серии «Памятники татарского народного музыкально-поэтического творчества». Первый сборник посвящен песням астраханских татар. Его авторами-составителями являются Елена Михайловна Смирнова и наш преподаватель, доцент Неля Галимовна Агдеева. Затем вот этот сборник «Песни татарской Каргалы», который выпустила Елена Михайловна Смирнова. Тексты помогала редактировать Флёра Вагаповна Ахметова Урманче. Соответственно, сборник этот действительно подготовлен специалистами. И огромное количество протяжных песен здесь опубликовано, озунки, которые действительно уже все меньше и меньше можно записать сегодня.
Третий выпуск посвящен песням татар-мишарей. Авторами этого сборника являются Лена Михайловна Смирнова и я, Сарварова Лилия Ильдусовна. Здесь представлены материалы преимущественно Пензенской области и Нижегородской области. И сборник, которым еще один «Народные песни Кряшин Башкортостана», тоже это третий выпуск. И подготовили его Земфира Нурхаевна Сайдашева и Гулюза Трофимова. И еще один сборник «Народные песни лямберских татар-мишарей», который подготовила Лилия Хамадхаресна Зиганшина и я. У Земфиры Нурхаметовны, кроме того, есть целая серия материалов по районам Республики Татарстан. Это вот сборник по Бамадышскому району, по Нурлатскому району. Кроме того, у нее есть сборник по современным бытовым песням, которые были собраны на территории Республики Татарстан. Они отражают современное состояние песенной культуры татар. И кроме того, конечно, мы занимаемся инструментальными традициями. Эта тема достаточно актуальна сегодня. И вот в консерватории в 2017 году была защищена диссертация Пола Уолтера Куивенина, американца, который написал такую вот диссертацию «Гармонь в традиционной культуре казанских татар». Здесь тоже есть приложение. И обратите внимание, здесь QR-коды есть, по которым можно выйти и послушать вот эти вот записи. Замечательно. На YouTube-каналах. Локальных традиций у татар достаточно много, и все они изучаются. Например, в последнее время вышла целая серия изданий по фольклору сибирских татар. Назову вот сборник Сурметовой, который был подготовлен в рамках ее учебы. Это наша выпускница учебы в Казанской государственной консерватории «Песни Маида и Мунаджата сибирских татар». Далее материалы Юсупова, который подготовил Республиканский центр традиционной культуры. Сборник вышел в 2018 году. И вот буквально недавно в Институте языка, литературы и искусств вышли материалы Ильгиза Кадырова, достаточно известного этномузыколога. Отдельно, конечно, следует сказать о деятельности Наили Юнусовны Альмеевой. Ею выпускается серия сборников, посвященных песням татар Кряшин. Вот первый сборник посвящен Пестричинскому району, а второй сборник песням татар Кряшин, проживающих в Кайбецком районе, это Маликеевская группа. Сейчас я знаю, что она работает над материалами по Нижнекамскому району. И, конечно, Геннадий Михайлович Макаров, это уже второе издание нагайбакских народных песен, которые он собрал и расшифровал. Самое интересное, что вот нагайбакские татары, у них такая история интересная. В войне 1812 года они дошли до самого Парижа Да. в составе царской армии. Да. И в их творчестве это оставило след. Совершенно верно. Даже название их сел Париж, Фершампенуаз, они как раз Кассель, как раз-таки связаны вот с этим походом во время наполеонских войн. У нас в репертуаре тоже есть песни, которые нам в свое время принес Геннадий Макаров. Песни нагайбакских татар. Замечательный репертуар, он тоже у нас в концертном репертуаре всегда присутствует. Наука способствует тому, чтобы народное искусство сохранялось, приумножалось, чтобы последующие потомки могли взять в руки книгу, взять аудиозапись, видеозапись, какие-то моменты, которые рассказывают о музыке. Это статьи ведь не только о нотах и текстах, но это и воспоминания исполнителей. Это тоже какой-то отдельный труд музыковеда, журналиста, когда он рассказывает о каком-то событии, связанном с народной песней. Конечно же, без науки мы бы все это потеряли, а наука позволяет это наследие сохранить. Я желаю процветания нашей Казанской консерватории, вашей кафедре. И мы желаем, чтобы еще больше новых исследований, больше новых книг выходило, чтобы вот это народное наследие никогда не терялось, не угасало. И огромное уважение к вашему труду, почтение наше. Вы наши помощники, вы главные защитники народной песни, главные хранители, но вы это делаете по-своему, через науку. Так народная песня находит свое отражение совершенно в разных реалиях человеческой жизни. У певца, у ученого.
И пусть эта нить от древности к современности и к будущему никогда не прерывается. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. С нами была кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой этномузыкологии Казанской государственной консерватории имени Жиганова Сарварова Лилия Ильдусовна.